здесь моменты попадает, и научная библиотека открываем. Очень интересно, вот некоторые, это тоже я читала про это, казахские люди. Мы сейчас, это, конечно, все торопимся, все дела бросили, приехали. На Ильяша Мирзяновна сегодня-то приехала. У них, кстати, день рождения. Давайте поаплодируем. Желаем ей творческих успехов. Она, я говорю, я только приехала, я не могу. А вот смотрите, столько книг, газет ручной работы. Да, очень переживает. И в гости это. Надо было пораньше дать ей слово, конечно. Учитывая, что я доктор. Да. Учитывая эпидемическую обстановку, я буду говорить Марска, пожалуйста, извините. Так, меня зовут Потеева Ильяша Мирзяновна, я родом из Татарстана, Чистопольский район, но я себя считаю астраханкой, потому что 30 лет я жила здесь. Доктор я, работала в второй областной больнице. Мне приятно, что я служила этому народу. Здесь стала я врачом высшей категории, представлена заслуженного врача РК, победительница Российского конкурса лучшего врача года, Астрахань и так далее. Я говорить не буду. Мне приятно, что я служила своему народу. Я дочка великого татарского народа. Мне это приятно очень. Так, извините, я буду предельно откровенна. Предельно работая операционно со скальпелем, я уже привыкла говорить так, как есть. Немножко я разочарована. Так, меня не было в роде, конечно, несколько раз была, но общественно так, я не видела 9 лет, я уехала. Приехала из Ульяновска. Передаю огромный привет из ульяновских татар. Конечно, я хотела бы видеть здесь татар. Конечно, уважение Владимира Исламовича, что вы сравните, и Виктор Михайлович. Кстати, вас иногда видит знакомый человек. Так, вот здесь, конечно, я принесла здесь буквально история татарского общества Дуслы. Там и разные периоды. Мне такой вот журнал в Сембике, даже вот здесь это некому абсолютно раздать. Газета вот здесь специально, я думала, что выставка немножко другая публика. Газета, пожалуйста, Санкт-Петербургский татар, с ними я сотрудничаю. НУР называется. Московская газета «Татарские новости», с ними я тоже сотрудничаю. Великолепная газета «Медиарежим», ну как литературная газета на русском языке. Абсолютно читать некому. Газета «Житель» с, можно сказать, спецномером Ширином Олегом Васильевичем. Тогда здесь очень много. Отдельно немножко я буду говорить про ульяновских татар. Так, дальше. Первый наш председатель, покойный, он начинает и 18 человек являются учредителями татарского общества Дуслы. Из них несколько человек они живы, я с ними общаюсь. Да, кстати, я очень плотно общаюсь с казахскими татарами, и докторами, и так далее, и так далее. Но, к великому сожалению, кто стоял здесь истоков, мы проводили такие вечера здесь, и так далее, их уже нету. Вот эти книги, я вижу, Захайра Панова, Сибика Панова и так далее. В свое время я готовила к изданию 6 книг астраханских татар. Вот они, пожалуйста, поверляли товар. Дальше, конечно, это история. Астрахань, Хаджитархан по-старому, это ханский город. Хан Тызыкян Шахар был. Поэтому я очень хотела, конечно, видеть своих татар. И то спасибо, проводит такие конференции. Отдельно смотрите я не буду. Кое-что я хотела, конечно, да. Но, видимо, суждено было мне сегодня здесь быть. Суждено было, видимо, быть. И вчера мы вот ехали в Бакине, поезда буквально встретились в поезде. И, конечно, я еще не знала. Я не знала, что сегодня проводится. Сегодня я была у мамы свекрови. Садуханом говорит, Наиля, пожалуйста, приходи. Но я говорю, не поезда, ты что, меня куда? Я говорю, меня вот это все надо аж вытащить, что-то собрать. Но он успел из-за уважения к вам, астраханский татар. Да, если отдельно, я очень уважаю
Татарками Сахлавча сохраните довольно Жвезга Санур Алиевна. С ним мы тоже общаемся. Что-то, конечно, передать. Там газеты, конечно, вот газеты «Идырь», в основном номера, которые, когда я сама работала с ними. Работала. Так. Историю говорить не буду, я, наверное, с вашего позволения, если я позволю, 15 минут. Так, это отдельная история, да. Разумеется, первый представитель живы, вторая, конечно, вложила от другого на свою лекцию несла Альфия Назипова, Булатова Альфия Назипова. Она буквально собирала людей у себя дома с сыном Авалдаша Пазулейна. А другом это, таких людей забывать не надо. Так, мне приятно, что я работала, стояла истоков такими уважаемыми людьми. Захаби Рафа, доктор Софияпа, они все имели высшее педагогическое образование и так далее. Неприятно. Конечно, я сейчас закончу Академию наук Казахстана, пишу об этом, но правда пока еще пишу про свое родное село Ульяновское. А Сахамин всегда немножко отходит. Так далее. Сегодня, конечно, если писатели, так. Я не буду говорить, конечно, в основном, да, я изучала досконально, конечно, если даже я доктор, но я не историк, я не филолог, изучала досконально Волжской Булгарии, история Золотой Орды, после распада Золотой Орды, образование Крымского ханства, Астраханского, Казанского, Сибирское, Касимское и Нугай-Ордасы. Да, здесь я жила 30 лет жила, и очень последний период Астраханский я очень плотно сотрудничала с ногайскими активистами. Дальше. Долгое время я была членом совета. Дважды, по-моему, избирала заместителем председателя. И здесь 7-8 июля 1999 года состоялось выездное заседание Всемирного конгресса татар. В Казани, наверное, все много знаете. Так далее. Тогда по рекомендации уважаемой женщины Розы Ахматовны Туфитуловой и первого председателя Тагирова Индустрии Закуча, первый председатель Конгресса, доктор исторических наук, они по рекомендации убедительно просили создать женское объединение Акалха. Да, создала, я начала, разумеется, это земля все-таки она ногайская. Я обратилась к казахской ханце Сибике Ахматовне, ее образом. Мне было очень интересно, да, татарлар блея все-таки. Ну, нагайцы, просто интеллигенция знает. А простые нагайцы напрочь забыли свои такой знаменитый дом. То и такой я решила поставить вопрос, вернуть прежде нагайскому народу имя такой высокой царицы. Начал сотрудничать с дагестанскими татарами, Черкесии, и так далее. Постепенно вернули имя казанской царицы. И создали свой акалфак, мы расширили, как уже не только татарские, а общественное объединение Сюмбике. Да, и, разумеется, начал писать журнал Сюмбике, так как в Казани создается этот журнал, издается. Да, абсолютно правильно. И начал там печатать материалы. Так, наверное, половина времени прошло. Если писательский я одна сельчанка, знаменитый наш отец нации Баяз Исхаки, это посвящено моему родному селу Шал Тарихла Евширня. Вот после этого маленькие книги, мелкие книги, а после этого я выпустила более 500 рублей, 500 страниц. Книга посвящена Шал Тарихла Евширня. Книга, конечно, получила очень серьезный отзыв и спрос. Дело в том, что этот человек буквально мирового уровня. Требования из Финской Финляндии, где жил Финляндия, Европа, Франция, Германия, умер Турции, китайский татар, японский татар. Очень широкий это получил резонанс. Вторая моя книга, да, перехожу плавно. Так, оттуда я вышла. Ну, видимо, было суждено война. Я поняла так, что Астрахань это моя судьба. Однозначно это моя судьба. Я очень рано поняла, что действительно мне приятно служило этому народу, так как я носительница родного своего татарского языка.